Интинское отделение станции переливания крови отметило круглую юбилейную дату. В этом году ему исполнилось 50 лет. Медицинская организация входит в состав Коми Республиканского центра и является рекрутинговым агентством по подбору доноров костного мозга. Ежегодно Интинское отделение станции переливания крови заготавливает несколько сотен литров крови, важнейшего для человека биоматериала. От обеспеченности и слаженного функционирования учреждения зависят жизни людей. 50 лет – это время, когда наша служба крови располагается в этом здании. А если взять службу крови с самого начала момента возникновения, то это где-то около 75 лет. Потому что первый пункт переливания крови был еще в Винталаге открыт. Переехал хирург из Воркуты, начал здесь делать операции, и понадобилась кровь. Потом, значит, в 1954 году был открыт кабинет в центральной нашей городской больнице. Потом много менялось, место расположения. Ну вот в 1974 году, 12 октября, это считается, значит, пункт начала работы уже Интинской городской станции переливания крови вот в этих помещениях. Именно здесь берут кровь у доноров, перерабатывают ее, прогоняя через центрифугу, разделяют на компоненты – плазмы, тромбоциты и эритроциты. И хранят эритроцитарную массу в питательном растворе, плазму в замороженном виде, тромбоциты в виде концентрата. Наша станция образовалась в 1974 году. Вначале у нас отделение было на западе. Потом мы переместились сюда, относились мы к ЦГБ, а с 2012 года мы относимся к Республиканскому центру крови. Наша станция принимает всех желающих, но сейчас возникли такие тяжелые времена, так скажем, мы строго принимаем по плану. То есть у нас идет запись доноров, распределяется по группам, по резусам, по надобности. Поэтому месяц мы более чем 60-70 человек принять не можем. То есть у нас такой план. Вот. Коллектив у нас сложный, все время обновляется, молодой. Сторожилы у нас только фельдшер-лаборант остался, Кулькина Гульнур Загитовна, которая уже 46 лет у нас работает. Медицинский регистратор Романцова Надежда Григорьевна, которая ведет непосредственно прием перед дачей крови. У нее уже 40 лет стажа. Остальные, я сама 32 года здесь работаю, остальные у нас уже молодой коллектив. Но, в принципе, мы всеми довольны, все слаженно работаем, недовольств никаких нету, доноры к нам идут с удовольствием, везде нас хвалят в том, что у нас коллектив такой доброжелательный, мы со всеми здороваемся, всегда спрашиваем, как ваше самочувствие, как вы себя чувствуете, все ли хорошо, как прошла процедура. Поэтому они нас везде хвалят и говорят, очень приятно к нам приходить, в отличие от некоторых других учреждений. В учреждении трудятся высококлассные специалисты, эффективно решающие все вопросы по обеспечению потребностей медицинских организаций в безопасных компонентах крови. В коллективе порядка 20 сотрудников, среди которых врачи-трансфузиологи, фельдшеры-лаборанты, медсестры и младший персонал. Пришла я 2 года назад, 3-й только пошел. Моя работа заключается в приемке крови, транспортировке крови в различные города по республике Коми, которую просят в помощь. Коллектив у нас хороший, все молодые, ответственные. Работала я вообще 8 лет до этого в детской поликлинике. Но так сложились обстоятельства, что пришла сюда и, в принципе, пока не пожалела. Работа интересная, коллектив хороший, спокойно. Доноры все приветливые, всегда отзываются хорошо, всегда говорят, что мы молодцы. В принципе, так оно и есть. Кровь сдаю я, года 2, наверное, уже. Пришел сам помогать людям. Персонал здесь классный вообще, отзывчивый, заботятся. Перед каждой донацией донор посещает врача-трансфузиолога, который измеряет артериальное давление, сатурацию крови кислородом, изучает анкету, задает дополнительные вопросы о его здоровье, образе жизни и привычках.
В лаборатории пациент сдает кровь из пальца для определения основных клинических показателей крови – гемоглобина, количество тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. От результатов анализа зависит, сможет ли человек стать донором. Я на станции переливания крови работаю с 1984 года. Работа у нас заключается в взятии крови из пальца доноров на гемоглобин у активных доноров, а у первичных доноров гемоглобин, группа крови, резус-фактор. И, естественно, вносим в карточки результаты и в компьютер. В дальнейшем мы уже работаем с пробирками доноров, образцами донорской крови и определяем группу крови, резус-фактор, реакция микропреципитации на сифилис, антитела на резус-фактор. Это очень важно, естественно, в первую очередь. Группа крови, если мы перепутаем или врачи перепутают, при переливании группы крови может произойти смертельный случай даже, так как произойдет гемолиз крови. Естественно, и резус тоже большое имеет значение. Тоже этим связано, естественно. Не имеем права ошибаться. Процедура сдачи крови осуществляется в максимально комфортных для донора условиях – в специальном донорском кресле. Процесс кроводачи составляет без учета времени, затраченного на ожидание результатов анализа крови и обследования у врача, около 10-15 минут. Стандартная доза для кроводачи – 450 мл. У нас за последнее время и оборудование поступило, у нас полностью весь процесс компьютеризированный, вот, документооборот и по заготовке, и по хранению. Значит, приоритетом у нас по-прежнему является донор, безопасность крови, частота обследования крови, потому что наша продукция все-таки идет для переливания, скажем так, больным и страждущим. Ну, пока все хорошо. Руководство Коми Республиканского центра крови идет нам навстречу, бережет нас. Поэтому я думаю, что те пожелания, которые нам все желали в связи с юбилеем, ну, надеюсь, что сбудутся, и мы еще будем долго тут существовать. Коллектив, кстати, молодой, вот, обновился. Вот, средний возраст у нас вообще 43-44 года. Поэтому работоспособные, только работать и работать. Нехватки крови в Инте нет. На станции переливания крови всегда имеется запас на экстренный случай. Проблем с оборудованием, как и со специалистами, в отделении тоже нет. Важнейшая отрасль здравоохранения работает как часы, благодаря чему сохраняются жизни и здоровье тысячам жителей Республики Коми.